Сямсис? Как ты знаешь, сейчас празднуют татары-башкиры праздник Сабантуй. А как ты думаешь, что это вообще за праздник? Как переводится слово Сабантуй? Я, конечно, это слышал, и сегодня на мероприятии мы это обсуждали. Сабантуй — это праздник плуга и праздник посевных работ. Татары и башкиры отмечают его, когда уже все озимы посажены, и есть немножко времени передохнуть. Что ты знаешь вообще о Сабантуй? Как переводится слово Сабантуй? Насколько я знаю, это отдых после работы, я могу так перевести. Праздник плуга, то есть он связан с земледелием. А дословный перевод получается «туй» — это свадьба же. Получается свадьба плуга, наверное. Пассивные работы прошли, да, идет период какой-то следующей работы. В этот маленький промежуток проводится обычно Сабантуй, этот праздник. Праздник плуга получается. Привет, Алина. Привет, Алсу. Как ты знаешь, сегодня уже отмечают праздник Сабантуй, татары-башкиры. Что ты вообще знаешь об этом празднике? Как переводится вообще слово Сабантуй? Сабантуй — это праздник плуга. Он проводится после посевных работ. В начале лета обычно. Как ты знаешь, сейчас татары-башкиры отмечают праздник. Он называется Сабантуй. По-моему, Сабантуй — это праздник сбора урожая. И как переводится, точно не знаю. Но в целом это такой праздник, такое мероприятие, на котором очень много всяких конкурсов, танцев, плясок, все веселятся. Всем привет, я Мингазин Тагир, студент второго курса РГУ нефти и газа, являюсь председателем татаро-башкирского землячества. Хочу сказать то, что это очень прекрасный праздник татаро-башкирского народа, и я думаю, что очень важно его проводить для того, чтобы сплочать именно наш национальный дух татаров и башкир, потому что я считаю, это два очень близких народа, которые имеют схожие языки, схожие традиции и культуру. Поэтому, я думаю, очень важно проводить эти праздники. Сабантуй я в городе, особенно в тех, в которых очень много живет людей из Татарстана, Башкортостана, либо татары-башкир, это обязательно нужно проводить, потому что, чтобы поддерживать традиции, и у каждого народа своя история нужно сохранять. Как давно празднуют этот праздник? Когда он появился вообще? Исторические такие аспекты праздника, к сожалению, не знаю. Мне было бы интересно это узнать. Может, вы мне расскажете? Да, насколько мне известно, на самом деле этот праздник празднуют уже издревле, и ему уже, наверное, более 1000 лет. Очень интересно. Теперь я буду знать и буду рассказывать своим друзьям. Честно, не могу сказать. Я думаю, он все-таки как-то больше связан, когда татары осели и начали заниматься земледелием, делаю ставочку на... Сколько может быть? Лет 700? После 1500-го, наверное, 1500-го, да. Где-то так. То есть 500 лет? 500 с лишним Плюс-минус где-то так. На самом деле, этому празднику более 1000 лет, но вы были близки. Как ты думаешь, как давно отмечается этот праздник у татар и башкир? Мне кажется, он уходит историей глубоко в наши корни. Может, ему сколько-то лет. Веков даже, наверное. Как ты думаешь, сколько? 500 лет. Что вообще делают на Сабантуе? Что там проводят? Там разные спортивные конкурсы, то есть там показать молодецкую удаль. У нас в деревне очень часто проводили спортивные соревнования по футболу. Из всех деревень приезжали команды, которые представляли свою деревню. Соответственно, там были самые такие дорогие призы. То есть после этого по размеру призов и размеру интереса всех, кто пришел, была борьба. А футбол был на первом месте. Как ты думаешь, что делают на Сабантуе? Надо обязательно собраться с семьей, проводить время вместе и какие-то игры играть. А какие игры вообще на Сабантуе проводят? Я видела, когда мальчики по бревну поднимаются наверх за петухом, потом сидят на такой жердочке люди и бьют друг друга мешками или подушками. Еще закрывают глаза какой-то платочком, допустим, и режут вещи. На Сабантуе много всяких мероприятий. Какое именно мероприятие тебе больше всего нравится? Много конкурсов имеете в виду, да? Да. Мне очень нравится тот момент, когда можно полазить по бревну наверх. Мне кажется, это очень весело. Главное, не упасть. Нравятся национальные конкурсы, то есть это борьба на поясах курэш. Не знаю, как в остальных деревнях, у нас были борьба на палках на бревне, да, когда там дрались ребята. И все-таки борьба на поясах занимала центральное место, я так считаю. Какая тебе часть программы больше всего нравится на Сабантуе? Наверное, я назову эти
борьбу, вот эти на столб сбирания и тому подобное. Я забыла, как они называются, я 10 минут назад это говорила. Вот ты сказала про борьбу. Как называется национальная борьба? Кореш. На сабантуях еще устраивают борьбу национальную. Ты знаешь, как она называется? Конечно, это называется кереш. Обычно победитель получает большого барана и должен сам его поднять. Да, опередил меня, я хотела спросить про главный приз. Отлично. А ты вообще отмечаешь сабантуи? Да, это очень интересно. С своими друзьями в той деревне, откуда я родом, мои родители и Абика с Бабаем, я провожу время летом и бываю на Сабантуе. Интересно, это подъем на стол, в колокол там нужно постучать наверху, потом бой подушками, ну, мешками точнее, это очень забавно. Потом бег с ложкой во рту, на которой яйцо, и нужно бежать так, чтобы оно не упало. Самое забавное. И также еще прыжки в мешках, тоже интересный конкурс. Какой твой самое любимое мероприятие? Когда ты с закрытыми глазами разбиваешь кувшин, горшок вот. А ты знаешь, как называется национальная борьба? Креш. А какой главный приз получают победители? Самый классный, красивый баран. Правильно, молодец. Поскольку ты сам татар и хорошо знаешь свой язык и культуру, скажи, пожалуйста, ты бы от себя добавил какой-нибудь конкурс в этот праздник? Сказал бы, скорее всего, какое-то более образовательное направление. Именно меня очень волнует вопрос сохранения татарского языка. Возможно, бы я ввел какие-то конкурсы, связанные с проектами в плане поддержания татарского языка в наших регионах. Допустим, какой-либо район Башкортостана или Татарстана, или другие татароязычные районы других областей придумают свои какие-то проекты, направленные на сохранение татарского языка, татарских традиций и культуры. Есть ли у вас в карачаево-балкарском народе какие-то похожие праздники, аналогичные Сабантую? Думаю, что нет. Но, тем не менее, я думаю, что если все-таки мы посетим этот праздник, мы погрузимся в эту атмосферу и будем чувствовать себя как рыба в воде, поскольку, как я уже сказал, культуры похожи. И праздник, я думаю, мы более чем отпразднуем. А вы отмечали уже в этом году Сабантуй? В этом нет. Нет еще, не успели. Будете отмечать? Да, Ну, конечно. Стараемся, да. А с кем вы обычно отмечаете Сабантуй? С семьей. Да. Родственники все, если в деревне, то там вообще вся деревня собирается, а вот в Москве, в Коломенском обычно с семьей.